Ну, живите, кто вам мешает, соблюдайте свою там традицию, культуру, язык, вам же никто не мешает. Живите в составе Дагестана и там развивайте свою культуру и так далее и тому подобное. Но нужно же ведь понимать, что это-то понятно, мы там как-то это будем худо-бедно как-то вести, да, там развивать свою культуру, развивать свой язык. Но в условиях такого общежития здесь ключевой момент финансирования, бюджет. Бюджет-то общий идет. Та часть, которая полагается на авар, на аварские зоны, на аварский народ, а это 1/3 бюджета, который посылается сюда с Москвы. Москве не важно, что здесь происходит, что здесь как. Сами пускай разбираются, сами делятся. Они же дагестанцы, они же типа один народ. А уже здесь внутри происходят свои дела, которые можно назвать простыми словами перераспределение средств по понятным каким критериям, да? Если там даргинец к власти придет, даргинцы дербанят бюджет. Аварцы к власти придут, аварцы дербанили. Это было раньше, да? Поговорим про современность. И поэтому без разницы, да, кто там будет. Я даже не хочу, чтобы президентом Дагестана был авар, потому что будет то же самое. Я не про это говорю, я говорю про справедливое понимание. Если есть народ, у народа должно быть свое, свои границы, свой бюджет, своя какая-то внутри себя развитие коммуникации между своим народом, да, и между соседями в том числе. И просто констатирую факты, которые сейчас на данный момент в Дагестане. А все это происходит, все это знают прекрасно, но все отмалчиваются, никто не хочет об этом говорить, не хочет поднимать национальный вопрос, как-то неудобно, будет же бардак, будут же там ругаться, давайте останемся мусульманами, давайте не создавать фитну и так далее. Короче, вот такие разговоры начинаются чандовые, и все остается так же, как и было, десятилетиями. Если так оставить, она и столетиями будет. Поэтому здесь мы говорим о вот таких вещах, а не там давайте все разрушим, давайте все сломаем, давайте не будем дружить, давайте разделяться там и так далее. Разделяться имеется в виду в каком смысле разделяться? Здесь же дураков нету. Разделяться мы говорим, разделяться в плане условных территорий и, соответственно, в рамках этих территорий своего бюджета. И каждый внутри своих территорий, своего бюджета будет строить свое и добрососедские отношения между народами. Вот и все, что мы говорим. И без разницы, где это будет. Пускай это будет в данном случае, это пускай будет в рамках России. И мы как бы убежденные сторонники того, что если это будет не в России, в других каких-то формах, это не будет дееспособно. Потому что Россия это есть богатая страна, отсюда идет финансирование. Сами мы по себе ничего не сможем, я еще раз это говорю, ничего мы не сможем. Нас съест либо Турция, либо Иран, либо вот это арабский мир. Он просто под себя выровняет нас, и мы просто будем через 20, 30, 40, 50, 60, 100 лет просто придатком арабских стран будем говорить, вот как курды, как армяне, которые в Турции живут, как, допустим, в Иране тоже есть всякие нацменьшинства. Они идут все как иранцы, они говорят все на персидском языке. Еще 50, еще сколько-то лет они уже полностью исчезнут внутри этих больших наций. И поэтому в данном случае в составе России мы еще как-то можем держаться, а в других странах этого нам такого подарка не будет. В рамках России все зависит только от нас, а в рамках других государств даже от нас ничего не будет зависеть.